Группа компаний «Фундамент» предупреждает о мошенниках на строительном рынке. Существует несколько способов обмана клиентов. Способ первый. Бригада берет заказчика аванс за работы и попросту скрывается, выключая телефоны или меняя мобильные номера и сайты однодневки. Совет. Если вы не уверены в репутации компании, не платите авансов за работу. Нормальной практикой считается оплата за работы по факту их выполнения. Предоплата возможна только за материалы. Способ второй. Взяв заказчика аванс, бригада выполняет работы некачественно и непрофессионально, что приводит к расторжению договора с данной бригадой. Как показывает статистика, такие компании не возвращают авансы и не компенсируют испорченные материалы. Наоборот, начинаются угрозы в адрес заказчика. Совет. Если все же вы согласились оплатить аванс, то не нужно вносить большие суммы. Пусть будет много небольших авансов на 20-50 тысяч рублей. Рабочие должны выполнить работы на данную сумму. И так далее. Способ третий. Заманив клиента низкой стоимостью, компания нанимает неквалифицированных рабочих, которые не в состоянии выполнить качественный ремонт. При этом чаще всего рабочие просто бесплатно проживают в квартире заказчика, а выполняют ремонт где-то в соседских квартирах. В итоге заказчик теряет и время, и деньги. Совет. Если компания предлагает низкую стоимость ремонта, спросите у компании, сколько рабочих будет выполнять ремонт и какое время потребуется на проведение всего ремонта. Исходя из этого, вы сможете рассчитать среднюю зарплату одного рабочего в месяц. Если сумма окажется слишком маленькой, то и квалификация такого сотрудника будет соответствующей. Способ четвертый. После подписания договора прораб начинает вымогать с заказчика деньги на питание или проезд рабочих, на инструмент, на расходные материалы и тому подобное. Как показывает практика, ремонты с такими бригадами до конца не заканчиваются. Совет. Если договор уже заключен, мы рекомендуем сразу расторгать подобные договора. А если отказываются возвращать аванс, писать заявление в полицию по факту мошенничества и вымогательства. Способ пятый. В договоре на ремонт указывается совершенно другая компания, не та, что указана в названии сайта. Чаще всего это просто субподрядчик, которому за вознаграждение отдали заказчика. Данный субподрядчик не имеет никакого отношения к компании, указанной на сайте, и к опубликованным на сайте фотографиям работ. В случае некачественного ремонта или испорченных материалов невозможно будет найти виновного, так как юридически договор заключен непонятно с кем. Совет. До заключения договора не помешает посетить офис компании, посмотреть, кто в нем работает и работает ли вообще, или все сотрудники на субподряде. Лучше в офис приезжать без предварительного звонка. Это позволит увидеть вам реальный офис компании без купюр. Способ шестой. Самый популярный. При заключении договора строительная компания или бригада намеренно занижает стоимость работ и материалов по смете, чтобы выбор подрядчика пал именно на них. А после заключения договора оказывается, что в смете нет множества необходимых и весьма дорогих работ или материалов, за которые необходимо доплатить. Причем платить придется постоянно. Совет. Неспециалисту сложно предотвратить данный способ мошенничества, и лучше всего для его предотвращения обращаться в крупную компанию с именем. На сайте группы компаний «Фундамент» подробно описано, как правильно выбрать дизайнера или строительную компанию и не попасться на удочку мошенников. За ремонтом без стресса обращайтесь в компанию «Фундамент».